С начала года на территории столицы зарегистрировано 46 пожаров, в которых погибли 2 человека и 3 получили травмы. Чтобы избежать подобных случаев, в Октябрьском округе Якутска прошел рейд по пожарной безопасности. Жители многоквартирных домов проинструктировали инспекторы отдела надзорной деятельности совместно с представителями управляющих компаний и управ округов. Подробности в материале Ульяны Шагиной. Согласно статистике, в основном пожары происходят в жилом секторе. Основными причинами возгорания являются нарушение правил и эксплуатация электрооборудования, а также печей, а также неосторожное обращение с огнем. На территории Октябрьского округа 235 многоквартирных домов, из них 32 – это деревянный фонд. По данным социальных паспортов, в округе проживают около 470 многодетных семей. Из них 32 состоят на учете в ПДН. Такие семьи первые в списке у инспекторов безопасности. С какого года в этом доме живете? 75-го. А проводку все вот меняли, да, сами? Проводку не меняли. Один раз, помню, да, меняли. Помнишь, когда вы маленькие были? А потом долго не меняли, 20 с лишним лет, даже около 30. Живем уже здесь давно. А дети есть у вас? У меня вот, я живу, где-то похоронила здесь. А это, у меня 3 детей здесь, взрослые уже, у них дети тоже. Обходя одну за другой квартиры, инспекторы обследуют их на предмет старых электропроводок. Проверяют, как используются электронагревательные и бытовые приборы. Напоминают, что делать в случае возникновения пожара и вручают тематические памятки. Пацаны со 2-го этажа воду залили, вон на щиток. Сейчас хоть щиток другой поменяли. Пацаны вот наверху. Также инспекторы проводят осмотр подъездов в деревянных двухэтажных домах. Во многих проводки до сих пор не заменены и везде валяются окурки. В подъездах многоквартирных жилых домов нарушений, увы, не меньше. Загромождение путей эвакуации в коридорах, нарушение изоляции в электропроводках и кабелях, скрутки в электропроводке и другие. Проводятся профилактические обследования, инструктажи с населением. Особенно внимание уделяется многодетным семьям. В основном участились пожары в жилом секторе, в многоквартирных жилых домах. Проводим рейды, раздаем памятки с требованиями пожарной безопасности. Ведется разъяснительная работа. Основное количество пожаров в жилых домах возникает из-за неисправности электропроводок. И если в подъездах за их состояние отвечают управляющие компании, то в квартирах это делается силами самих жильцов. Именно поэтому своевременная замена проводки является залогом безопасности вашей семьи. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск.